говорит, что нам это не нужно все. Нам нужно вот еда, развлечения, спорт, а вы свои места культуры беспокойтесь сами. Для чего нам? Объясните неразумно. Мазохизм, скорее всего. Национальная черта интеллигенции. Самостязание, самокопание и мазохизм. Так это правда? Обществу не нужна культура высокая и места памяти. Нет, не нужна. Оно не тратит деньги на них. Нет, не нужно. И власти не нужно. Так легче. А мы стараемся усложнить жизнь. Усложнить. В Китае живут люди. Да. Миллиард. А в мы тут... Китае все очень просто. Мне не удалось его спровоцировать. Стену они частично сохранили. А мне кажется, они ее заново создали в 20 веке. Стену, говорят, уже не они построили, Да. а мы. В прошлом году был юбилей Солженицына. И Мы что так и не Солженицын? поставили Это по телевидению. памятную доску в нашем городе. Это позор. Спасибо. Нет, не доказывают. Спасибо, Виктор Борисович. Василий Ильич, что мы как-то завершим последним словом каждого, да? Или просто... Я не знаю, я полагаю, что вот о чем речь была, мы должны сделать коротенькую резолюцию. Я думаю, надо вот поручить. Вот, я думаю, Владимир Кузьмич сможет обобщить все здесь прозвучавшее, потому что, ну, может быть, смысл правильный. Если какие вопросы, пожалуйста. Значит, во-первых, мы должны ходатайствовать перед администрацией об установлении памятника репрессированных. Место можно вместе подумать, где. Потом необходимо... Ну, я имею в виду памятный знак, там, это называется пожелание нашей инициативной группы. Мы это повторяли в каждом интервью. То есть по результатам вот сегодняшнего заседания мы предлагаем вот то-то, то-то, то-то. Я полагаю, что вот поскольку 30 октября в стране принято День политзаключенного, вот к этой дате, мне кажется, необходимо вместе с властями попытаться провести новую научно-практическую конференцию, поработать вот эти месяцы, да, и, может быть, именно провести ее в стенах университета. Ну, в морской бой играют студенты, а глядишь, одним ухом все-таки услышат, что-нибудь толкового. Поэтому, я думаю, нам приложить надо все усилия для того, здесь очень хорошее место, это спасибо тем, что нам Дом культуры предоставил это помещение, но в университете с привлечением студентов, мне кажется, будет более эффективно. А с другой стороны, вот материалы сегодняшнего заседания надо выставить в интернете, худо-бедно люди прочитают, глядишь, на ком-то это все дело и останется, там что-то заинтересуется кто-то. Спасибо. Владимир Кузьмич, подытожьте, пожалуйста. Я полностью согласен с Аркадием Дмитриевичем. Добавлю вот к памятнику то, что прозвучало в наших выступлениях, это обязательно отдел открыть, посвященный истории репрессий, может быть, в музее. Правильно. Краеведческом или в этом. Дальше поставить вопрос о переименовании улиц. О переименовании улиц, это третье. Возвращение. Да, возвращение старых, ну там если новые называют, это другое дело, значит, возвращение старых названий улицам. Это вот третье. Много в резолюции писать не надо, они все равно ничего не сделают. Но вот в отношении сохранения такой организации, сохранения памяти, я считаю, что такие организации нужны обязательно. Если власти не принимают никаких мер, то, ну, если чиновник, например, не культурный человек, но он ничего не принимает, а вдруг попадется культурный, он возьмет и прислушается. Вот у нас в Мордовии был такой Елистратов, помните? Культурнейший человек, очень много сделал для развития мордовской культуры. Первый секретарь обкома. В 68-м, да, это он начал. Он, кстати, в отношении национальной культуры очень многое сделал. Там, значит, вот эту. Он начал и вот этот, как его, возводить, как его там, собор-то, Макаровский. Собор. С его, как говорится, подачи был. Вообще культурный человек. Прислушивался. А вдруг еще повезет, а? Вот это мое мнение. Сергей Владимирович Голованов, биограф, переводчик, издатель, пожалуйста. Ну, мне было приятно услышать интересные доклады, и я считаю, что это вот гражданское общество в его развитии, что вот
собрались люди, которым интересно, которые сами собой все это проводят. Потому что у государства свои собственные проекты, то есть вот здесь проводят свои собственные конференции, и вот важно, чтобы и гражданское общество тоже проводило свои собственные конференции. И я думаю, что мы на таком историческом пути, вот последняя конференция была 21 год назад, то есть вот в Саранске так идет время, что конференции проводятся такими большими временными интервалами. Но все равно она прошла, и, то есть она состоялась, я думаю, что мы примем какую-то резолюцию. Спасибо, Сергей Владимирович. Дмитрий Михайлович. Я полностью присоединяюсь. Просто хочу добавить, что вот о будущей конференции, я думаю, что для ее организации стоит привлечь руководство историко-социологического института университета. Если не испугаются. Ну, это уже другое, но то есть у них есть и возможности, и кворум собрать, может быть, они пригласят людей из других городов. Ведь много очень людей, которые занимаются этим направлением. Это если сверху будут указания, то Ну, сделаем. это второй вопрос. Вот это мое предложение. Поэтому надо обратиться к руководству. А зря вы, Владимир Кузьмич, говорите, еще боятся. Здесь половина работала, теперь я один работаю. Я Зря вы работал, вообще. я вам скажу, я выпустил 6 томов финно-угорского мартиролога. Да. Копейки. Вот расскажите, что, Копейки не дали на издание. а что это за издание, вот многотомник? Это финно-угорский мартиролог. Это, вот я уже рассказывал про Николая Ивановича Антонова, который, он составитель, не я. Мы с ним вместе в армии служили. Я командовал 2-м взводом 1-й роты, он 2-м взводом 2-й роты. А потом он уехал в Воркуту, там конструктором, значит, работал, и все, как говорится. И потом мы встретились, вот мой боевой товарищ. И он заинтересовался вот этой темой, когда вышел на пенсию, потому что там же ужасно, там вот эти лагеря воркутинские, вот эти бесконечные кладбища, я их видел. И он вот этим делом заинтересовался и начал. Он мариец по национальности, и вот он начал писать этот мартиролог, составлять по различным документам, по архивам, по Список интернету, репрессированных, да, список вообще? репрессированных и короткие справки каждому. И вот он составил по марийцам, по мордве, по удмуртам, по коми, ну сейчас по всем составили, только по эстонцам он 2 тома подготовил он, и по финнам 2 тома, но денег нет. Вот. Меня еще тут прижали с этим делом. Я к студентам обращался, ну, что-то надо делать, деньги нужны, я к студентам обращался, чтобы покупали. Владимир Меня Кузьмич. обвинили в том, что, форма взятки, вы им Вот на продаете этом- книги, а вы, значит, На этом красивом месте, как вас Вот обвинили, такая прервем, потому что 4 минуты, у нас 4 Конечно, выступающих. конечно. Очень, пожалуйста, Извините, лаконично. Для меня тема. Это я вас сам спросил, поэтому. Инна Ивановна? Я думаю, что нужно попробовать найти родственников погибших, и чтобы они дали данные о своих людях, которые погибли в годы репрессий. Если вы этого еще не делаете, может быть, вот, у меня такое предложение. Ну вот Владимир Викторович, он что может, то делает. Что он еще может сделать? Родственники репрессированных. Они такие же люди, также и боятся, и работают. Мы же хотим список составить. Вот чтобы составить список, пусть люди присылают, И бросить клич. фамилии, имя, отчество своих родных, где что в когда. делах. 3 минуты осталось, Дмитрий Алексеевич. Да, ну я еще раз просто хотел выразить удовлетворение от того, что такой серьезный обмен мнениями у нас состоялся. Вот, я действительно надеюсь, что это даст свои положительные плоды практически в будущем. Вот, и я хочу сказать, что мы ничего не будем стоить как общество, если мы не будем помнить, да, и дорожить памятью вот тех людей, которые положили свои жизни, да, за Россию фактически, да, за наше будущее. Поэтому действительно мы должны всячески, вот понимая это, за эту идею стоять, держаться, да, и пусть нас пока немного, но мы должны бить в одну точку. И если, как вот совершенно справедливо было замечено, есть усилия, да, вода камень точит. Так что вот... Да. Давайте будем лучше китайцев. Владимир Викторович, пожалуйста. Я поддерживаю отношение того, что создание в Краеведческом музее уголка хотя бы памяти репрессированных, это обязательно. Надо связаться с руководством и переговорить с ними. Я думаю, они поймут, когда вот так
от имени такого коллектива, который сегодня собрался, они отзовутся. Я от имени большего коллектива обращался. И минутка, Виктор Борисович, пожалуйста, вы завершите нашу конференцию. Если власть узнает, что это недорого стоит, то они согласятся, конечно. Открыть какой-то отдел в Краеведческом музее, поставить памятный знак какой-то, или скульптуру, или монумент какой-то. Вот, потому что всегда спрашивают, сколько будет стоить. Если много, то нет, не сегодня. А если это будет как-то скромно, то, в принципе, почему бы нет? Наверное, все реально. Спасибо вам большое всем. Завершаем нашу научно-практическую конференцию. До свидания.